надеюсь, что будет вопросы. Мне Ну, очень конечно, даже будет. приятно, что ты говорил, там спрашивали даже, по поводу правительства. Мгм. Раз народ интересуется, значит, у нас есть что-то живое. Да, конечно, Не есть. все не все Просто в щас. зомби превратились. И безоговорочно слушаем, Да, да. телевизионную пропаганду. Есть, наверное, все таки живые люди. Да, есть их куча. Просто у нас опыта, ну, наверное, впервые такой опыт вообще происходит. Прямо вот сейчас, когда Вот, я действительно. ещё хотела сказать, что по поводу образования, да, Мгм. человек с образованием связанный, вот больше у меня, наверное, на образование. Э, Хочу заказать, нашему Владимиру, да, историку, учебники с 5 по 10 класс истории. Истории или один учебник он будет, или как это он будет? Учебник истории Бурятии, бурят-монгольского народа. Так будет, наверное, называться. Учебник истории, да? Мгм. Заранее уже нужно, м, заказать такой учебник с 5 по 11 класс, наверное. История бурятского народа. Так будет называться учебник. Мгм. Он, наверное, будет входить там, ну, в высших классах, наверное, будет там мировая история, но с 5, наверное, по 9 класс вот мы должны это организовать, создать этот учебник, и чтобы наши дети изучали историю своего, да, ну, правдивую историю своего народа. Мгм. Да, согласен с вами абсолютно. Мгм. Ну, очень интересные мысли у вас, очень интересное предложение, потому что действительно сейчас, Мгм. пока все потерялись, насчет этой темы никто не говорит, хотя, ну, на самом деле, действительно все к тому и идет. Очень скоро все это рухнет, и кто-то должен встать и, так сказать, взять это в свои руки и начать строительство, наконец-то, независимой Бурятии. Сколько можем мы это все это сидеть просто, в этом русском мире, выживать. Все это, ну, собственное развитие у нас. Все получится. Я просто вот посмотрел, ну, все равно вижу наших парней бурят, девушек. На самом деле все могут, все сделают, просто в себя не верят и боятся. И вот это вот, мало мира они видели, я думаю. Вот эти вот то, что навязано этой пропагандой, это все равно, оказывается, так сильно действует. Вот действительно, образование надо с детства сразу воспитывать, чтобы они были уверены в себе, чтобы они не боялись, чтобы в себя верили. А так, получается, люди, которые ограничены, сами себя ограничивают. И тоже боятся, вот, что вот не сможем мы ничего. Да всё получится. Я вот в этом вообще просто уверен. Никаких проблем не будет. Получилось же у наших братьев двоюродных, вот Казахстан, вот Кыргызстан, они же Ну да. смогли, Монголия, она, конечно, не так уж была завоевана Россией, но в Советском Союзе же Казахстан, Кыргызстан были, и тем не менее они все-таки смогли вот за эти 30 лет Да, противостоять. да. Э, да, им, конечно, приходится балансировать между Китаем и Россией, да, как бы сидят между двумя бандитами, да, и как бы этому надо угодить и тому, да, но все равно они как-то умудряются там сохранить свою независимость и в то же время с ближайшими соседями большими не поссориться, да. Удаётся им балансировать. Ну да. Мне, конечно, тоже придется в первую очередь, да, налаживать, общение с Китаем. Вообще исторически мы всегда зависели от Китая в большей степени. Пекин у нас тут все решал политику. И Пекин, ну и, конечно, культура, все это у нас связано. Мы, его всосали как матку. Это у нас было и все, и наша культура, и
традиции. Даже национальный костюм, он же во многом на китайский похож. В общем-то, мы должны, наверное, взор свой обратить на Китай. Без его поддержки, наверное, тяжело будет нам самим в одиночку. Мгм. Ну, Южная Корея, Япония. Я в Южной Корее живу, тоже прекрасная страна. Много Ну, им, очень. конечно, Америка поддерживала их. Мгм. В свое время поддержала их, и благодаря американцам же они остались. А посмотри на Северную Корею. Они их Ну, же русские поддержали. Вот во что они поддержали и бросили на полпути. Вот так, я считаю. А теперь вот они в каком оказались-то состоянии? Сталин-то их вроде бы поддержал, а потом-то бросили их. И теперь они остались со своей девочки. Весь мир уже далеко шагнул, а они все за нее. ну, там, конечно, страшно будет, когда они откроются миру. Они обнаружат, что столько лет отставали даже от, ну как, от своих Отцы. южнокорейских братьев отстали. Страшно им Ну, будет, конечно, конечно. мне кажется, они объединятся, как Германия. Наверное. И та, и другая сторона все понимает. Просто вот это вот, как сказать, диктаторов не могут свергнуть. Вот диктатура-то все держит жестоко. И прислужники, как у Сталина. Ну, Сталин, да, он создал как бы ГУЛАГ. А держали-то и ГУЛАГ кто? Русские. Ну да. Ну, Сталин же сам не мог эти лагеря контролировать, и он же не давал указы там вот так и жестоко обращаться с подчиненными. Это же все самый народ же это делал. Ну да. Он-то создал этот лагерь, а народ, подчиненные, это же они все вот это зверство ГУЛАГи организовывали. Ну да. Так же, так же и там до сих пор вот этот э, один там управитель сидит, и вот эта вот кучка там держит вот эту страну всю в страхе. Ну Ну, а да. люди какие-то должны же диктатура. Вот сейчас идет прямо вот война диктаторских режимов с демократическими режимами. Да, да. И кто-то из них победит. Ну, Ну, конечно, я думаю, что победит свобода. демократия, конечно, демократия и свобода. Она уже экономически себя доказала, что это более живые системы, чем нежели Конечно. диктат. В наглядном примере даже вот на Южной Корее видно, как Да. диктатура может деградировать общество и как свободная республика может развиться без ресурсов, без никаких недр, на таком маленьком клочке земли может развиться и сравниваться с Японией, с Америкой. Да, да. И Согласен как здесь можно, полностью. и как можно деградировать. Да, такие же условия. Еще даже лучше. У них же, получается, выход туда есть, по суше. А здесь-то нету выхода. Мгм. Насколько разница большая. И в то же время вот я даже я даже действительно думала, что у вас там военное положение из-за Северной Кореи, и это объявили. А оказалось, просто импичмент президента, да, объявили? Да, но здесь вот надо понять, что это тоже, видимо, пророссийские какие-то силы тут все равно действуют. Поэтому они, видимо, перед своим издыханием пытаются все-таки все свои силы, ресурсы, как сказать-то, Проявить. да, проявить. Ну, они же вот в Сирии у них там не удается, в Грузии не получается. Вот они по всему миру решили, видимо, все это. В Европе же они теракты устраивают. Ну, вот, свое нутро показывают, истинное лицо. Ну, конечно, показывают они удивительные чудеса эквилибристики, выживаемость режима настолько крепкая. Я просто удивляюсь, ну сколько можно уже биться лбом об эту Украину. 3 года бьемся, и никак.
Ну, даже вот конфликт там вот, в этом, да, Ближний Восток, они там повоюют, постреляют и разбегаются в стороны, я так поняла. Но не бьются же в лобовой атаке годами, теряя миллионы, тысячами чуть ли не каждый день, да? Ну да. Ну, Таких нету, в конце как в концов, Украине. это все приближает конец режима путинского и России. Э, я думаю, это, наверное, ну, конечно, для Украины это все очень тяжело, тяжко, но зато она тоже лишится этого врага наконец-то, этого оккупанта. Лучше уж, наверное, как ужасный конец, чем ужас без конца. А так она может, держаться и держаться. Пусть лучше уж лоб разобьют совсем. Но все-таки я восхищаюсь, как бы сказать, потомки УПА, украинской повстанческой армии, не погибли в ГУЛАГах, да, а спустили свои корни, Ну да, да. благодатную свою украинскую землю. И вот они, смотри-ка, как бьются и раскрыли вот это вот зверское лицо рашизма перед Да, всем миром. До да, да. этого же, когда война в Чечне шла, мы же ведь не понимали до конца, Да, тогда и не не было понимали. такого интернета. Мы действительно думали, ну что вот, ну нас завоевали русские 300 лет назад, ну не больше с ними 300 лет воевать, ну живем вот так вот, ну выживаем как-то, ну смириться надо уже с тем, что вот живем вот в такой стране, ну вот и продолжаем, ну что уж с ними воевать годами. Уже смирялись со своей участью. Но вот все-таки Украина вот смогла раскрыть всему миру Да. весь этот ужас Голодомора, ужас этого ГУЛАГа, ужас всех вот этих вот, вот этого страшного. Мне кажется, вот в России режим, он был даже пострашнее, чем в Северной Корее. Да, конечно. Настолько был жестокий, настолько вот эти репрессии были, и даже это вообще не смешно. И вот Да. ты сейчас говоришь, да, у нас люди очень хорошие, добрые, и мы бы при определенном власти, да, и если власть бы нам давала возможность, мы бы развились бы и лучше даже и китайцев и корейцев вместе взятых. Просто Ну, вот у нас вот эти вот диктаторские режимы, они не дают народу развиваться. Вот даже предприниматели этих душат беспрестанно этими налогами. Это зверство вот эти вот, они даже сами говорили, да, террор этим предпринимателям, бизнесменам. Как они говорили, драконили или как-то говорили, не драконьте кошмарили. бизнес. Да, не кошмарьте бизнес, да, они же ведь это знают, что они сами вот кошмарят Ну, туда бизнес. приходят какие-то люди, которые, я не знаю, ни ума, ни фантазии, ничего человеческого. Вроде всего добились, денег, всего, но жизнь людей они лучше не хотят делать, они хотят наоборот. Ну, я думаю, там все, видимо, отмерло, пока они шли по головам, по трупам. Они уже другими стать не могут. Приходят и боятся, видимо, страх за свою жизнь. В М, общем, поэтому крах системы близко. да, да. Система себя изжила, она начинает сама себя пожирать. Да, и уже не остановить. А народ наш запуганный, рабский, покорный, продолжает свою вот это бремя нести. Вот действительно с рабской покорностью Мгм. продолжает Здесь-то свою. это здесь-то это видно тоже особенно отчетливо, когда вот, всё это проявляется, когда что то хотят спереть там с работы, какие-то вещи занашивают прямо. Ну, всё равно здесь, когда живешь, менталитет меняется. Ну, думаешь, зачем тебе все это таскать там годами? М, ну вот оно, вот это вот нищета, безысходность, оставляет, оказывается, в душе такие отпечатки тяжелые, и люди не могут сразу перемениться. Наверно, детям будет проще меняться. Они все равно нету отпечатков этих всех.
Ну да, учителя это главная наша будет опора. Ну С да. них надо воспитание надо начинать. Поменять их всех в одночасье не можем, поэтому вот в каждой школе должен был быть завуч, который будет руководить учителями, воспитывать их, а уже учителя будут доносить. Конечно, народ у нас прекрасный, его можно перевоспитать, так сказать. Да можно, да. Ну, Да. Но сейчас время. но сейчас в паблике читаю, я удивляюсь, до сих пор они вот многие ведь жили в Украине, да, многие там оттуда даже родом, там родственники, и до сих пор они верят, что там живут какие-то неонацисты. Вот это я понять не могу. Как можно так слепо верить пропаганде? Отучили думать людей. Вот что им говорят, то они не хотят даже думать. Это тоже страшно. Ой, тяжелая история, конечно. Тяжелые истории, да. Мне кажется, вот когда Корея объединится однажды, вот их даже легче будет как-то перевоспитать. А вот у нас что за народ, а? Почему они твердо уверены, что в Украине засели бандеровцы или и потомки этих УПА пустили корни, наверное, как я рассуждаю, скажут, вот точно там эти УПА пустили корни. Ну, они же воевали за независимость, по идее, на самом-то деле. А Это ты тоже перевернули, Мгм. Ну как да, будто это же они... были, да. Они против советской власти шли. Там даже одну блогершу недавно смотрела, она говорит: "Вот я смотрю одну женщину, ан она, как сказала, потомок Бандеры я". И она сказала: "Сейчас я пойду помолюсь о Бандере и потом вернусь к нашему разговору". Ну, та, видимо, шутку подкалывает эту, а эту подумала, что действительно она пойдет молиться на Бандеру. Ой, ну смех вообще. Ну, это что такое с народом-то с нашим случается? Ну, надеюсь, что мы вылечим общими Ну, усилиями как-то. другого пути нет. Мгм. Только, только протрезвление от этого русского мира. Да, протрезвление от русского мира и, главное, нам не скатиться к гражданской войне. Вот. Ну, думаю, к этому не придем все-таки. Да, мы уже времени устанем от войн и захочется мира. Да. Надеюсь, у нас не поднимут головы наши местные неонацисты. Вот их я больше всего опасаюсь. Даже не войну там олигархии, которые нам объявят, чтобы не возвращать наши национальные ценности, а вот то, что у нас Не, есть свои доморощенные неонацисты. это русская община. Тогда они, на самом деле, я считаю, что ничего не будет такого, потому что они... Черносотенцы же тоже не смогли ничего. Они, когда власть падет, они тоже сразу испугаются и просто будут сидеть тихо. В этом-то и тоже плюс, с одной стороны, как ни странно, этих всех режимов авторитарных. Они же не самостоятельные, они же не... Когда их власть поддерживает, тогда они что-то могут. А так они ничего не могут. Они. В этом и тоже вот и беда, и сила этих авторитарных режимов. Пока режим стоит, они будут что-то из себя представлять. А так нет. Мгм. Они же такие же, Ну, как и, получается, остальные. Они не могут и никакую инициативу проявить, ничего. Просто будут ходить в шоке, потерянные, и все. я верю в твой оптимизм. Да, И я вот я верю в вас. Я верю в вас и во всех оппозиционеров, которые вот сейчас выступают на разных платформах. Я их всех слушаю и верю в наш успех. Я да, думаю, вот да. с ними мы сможем консолидироваться и прийти к какому-то консенсусу, когда власть уже сменится. И, конечно, мы создадим великую, в будущем могучую республику. Мгм, мгм. Хорошо, полторы. Ну ладно, на сегодня давайте тогда мы закончим, а потом
будут комментарии, отдельный еще выпуск сделаем с комментариями, с вопросами, которые будут, ну, по-любому будут вопросы задавать, будет интересно. Да. Sen de bayım. Мгм, мгм. Bayırdı. Да, БФТ.